Я непосредственно отвечал там за транспортировку беженцев в сторону Российской Федерации, а также в Донецкую Народную Республику. Наша задача состояла в том, чтобы заполнять списки людей, принимать у них списки фильтрованных и нефильтрованных. Всех фильтрованных мы отправляли непосредственно в город Ростов. После этого они продолжают свой путь уже куда им захочется, а нефильтрованных мы отправляли именно на фильтрацию в военную комендатуру. Местные жители относились к нам хорошо, так как мы оказываем им гуманитарную помощь, и мы, как добровольцы, приехали для того, чтобы помочь им. Они рассказывали об ужасах событий, которые произошли непосредственно у них дома в городе Мариуполе и близлежащих селах. И наша задача больше состояла в том, чтобы мы как можно скорее и как можно быстрее могли большее количество людей посадить в автобусы и эвакуировать. Но из-за того, что многие люди подходили к нам, общались с нами, рассказывали свои истории об ужасах войны, у нас всегда, очень, как сказать, очень сложно отказать человеку для того, что когда он хочет выговориться тебе, и поэтому мы в каком-то смысле также оказывали им психологическую помощь, выслушивали их и сочувствовали. Как ранее сказал мой руководитель, впечатления остались на всю жизнь. Мы увидели то, что обычный человек в 21 веке не должен был видеть. И хотелось бы сказать, чтобы такое больше никогда не происходило, и чтобы военная спецоперация закончилась как можно скорее.